прочитает наш общий текст, а потом кто-то еще прокомментирует из присутствующих несколько слов скажет. Хорошо? Уважаемые сограждане, сегодня, 11 мая, истек срок, который отводился президенту страны на принятие решений об отставке Кабинета министров и началу процесса обсуждения выхода страны из политического и социального кризиса. Мы провели множество встреч и консультаций во всех регионах страны с большим количеством представителей нашего народа, общественных и политических деятелей. Был предложен разумный план выхода из сложившегося глубокого кризиса, который предполагал отказ власти от реализации законов и проектов, угрожающих национальной безопасности. Однако все инициативы нашего народа проигнорированы властью. Судя по всему, они уверены, что способны реализовать все свои задумки без учета интересов абхазского народа. Уважаемые сограждане, мы исчерпали все возможные диалоги с действующей властью, а их нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищанию населения за счет непомерных тарифов на электричество, полному фактическому уничтожению основных сфер жизнедеятельности государства, таких как здоровье нации, образование, национальная безопасность, не оставляет нам иного выбора, как призвать вас всех выйти на улицы, чтобы заставить действующую власть остановиться. Руководствуясь статьями 2 и 17 Конституции Республики Абхазия, также понимая личную ответственность за будущее абхазского государства, мы объявляем о проведении народного митинга в городе Сухум 30 мая 2023 года. Так, есть Место, точное время. по месту и точному времени будет объявлен уже оргкомитет, это уже детали. Давайте, кто хочет высказаться, 2-3 слова, потом мы закруглим, журналистов отпустим. Не получилось инициатива. Кто говорит? Я буду говорить от лица своей общественной организации, мы тоже поддерживаем данное мероприятие и уверены в том, что, в принципе, это народный митинг, это не митинг определенного человека или определенной группы, кто там оппозиции. Это то, что просят наши граждане. Мы проводили ряд встреч в разных районах и в общении с людьми. Люди просили нам о том, чтобы по актуальным вопросам они были слышаны, чтобы они могли сами влиять на ту ситуацию, которая сегодня происходит. Я хочу сказать о том, что еще раз хочу повторить, что это не только мнение только нашей группы, только оппозиции. Есть мнение, где у нас одно мнение, есть вещи, где у нас мы смотрим по-разному, но вот, данную инициативу поддерживаем. Конечно, и будем тоже делать все возможное, чтобы наши граждане пришли и были услышаны. Спасибо большое. Положите телефоны, пожалуйста. 2 минуты можете показать? Здравствуйте, дорогие друзья. Я считаю, что митинг – это очень важное мероприятие для развития молодого, демократического государства, правового, потому что подобные проявления демократии, они дают нам возможность корректировать власть и задавать необходимый вектор для их движения. То есть это, можно сказать, такой некий народный контроль, он необходим. В противном случае для здоровья государства, если подобные мероприятия не проводить, будет очень вредно, так как именно я хочу сказать, что подобные проявления, они оздоравливают и власть, и общество, и само государство. То есть это полезно, и я считаю, это мероприятие просто необходимо на данный момент. Спасибо за внимание. Виталий Викторович, пару слов скажите. Разве что повторюсь, обращу внимание на то, что в течение целого года оппозиция к митингам не призывала, митинги не проводила. Мало того, сотрудничала
с властью, была участниками рабочих государственных комиссий в разных направлениях, результата от которых мы не увидели. И во многом все обещания они были не выполнены. В главном же необходимых в стране реформах нам тоже отказано. Говорят о том, на что они нужны, полагаю, что и вредны, поскольку во многом ограничивают власть в ее злоупотреблении. Вот на фоне фарса, обмана, продажи суверенных активов страны население растет протест, который требует от оппозиции определенных действий. Помимо накладывает свой отпечаток на проведение митинга и то, что последние выборы в парламент прошли под колоссальным административным давлением власти. Даже на фоне созыва нового состава общественной палаты, где решение носит рекомендательный характер, оппозиция практически в полном составе была выведена, исходя из того же самого административного ресурса. Исходя из чего у власти не осталось иной площадки с оппозицией, как только проведение митингов и сборов. Исходя из чего оппозиция переходит к серии митингов, исходя из болезненных вопросов общества, которые стоят на повестке, и желают и хотят быть услышанными. Спасибо. Саид, давай. А следующий право. Добрый день, я вот буквально 2 слова скажу. Конечно, я каждый раз говорю об одной и той же проблеме, о проблеме легитимности власти. И очень важно, чтобы власть все-таки общалась с собственным народом, и чтобы власть слышала. И, к сожалению, мы видим, что этого не происходит. И этот митинг, который назначен на 30 число, это, конечно, закономерный итог такого игнорирования мнения. Потому что здесь озвучивались вопросы, по которым совершенно противоположное мнение у большинства граждан Республики Абхазия. И я не знаю, наверное, другого способа нет, как донести свое мнение, кроме как этого митинга. Вот такое мое мнение. По поводу митинга я тоже много времени вашего не займу. Это в первую очередь, здесь мы об этом говорили, это не митинг оппозиции, это митинг всех несогласных с сегодняшней повесткой, которую реализует власть. Если коротко, это продажа энергетики, это угрозы заселения страны под видом продажи апартаментов, это в том числе соглашение по исполнению судебных решений иностранного государства и много других вопросов, с которым народ Абхазии не согласен. И 30 мая у нас у всех, у граждан Абхазии, будет возможность, это единственный наш способ, как уже было сказано, повлиять на власть, показать свое несогласие, так как власть полностью отказывается от цивилизованного диалога и с обществом, и с оппозицией, выйти на этот митинг и показать, что у нас в стране много, которые не согласны с тем, что сегодня власть делает. И хочу также вот после Саида Гизирдава отметить очень важный тезис, который он озвучил, то, что власть за 3 года практически полностью потеряла свою легитимность. И легитимность она потеряла не на ровном месте, а из-за того, что проводила повестку, которая противоречит интересам абхазского народа. Спасибо. Гарри. Ну, в принципе, я повторяться не буду, сам запрос свой хышел. Я представляю общественную ветеранскую организацию «Арва». Есть у нас и председатель, есть у нас и высший совет. Я от истоков, от создания этой общественной ветеранской организации. Все объемно было сказано здесь всеми теми, кто передо мной говорил. Но я по просьбе
большой армии ветеранов, тех, кто прошел Отечественную войну в Абхазии, таких немало, которые просто просят, что надо сделать для того, чтобы довести до нашего народа, многонационального, многоконфессионального народа, чтобы все-таки власть развернулась, повернулась к своему народу. Вот. Много здесь вот основные, здесь сказанные, вот, и хотелось бы просто добавить еще одно, да, о чем мы говорили до. Вот. Не колокольчик, уже колокол звенит, вопрос о демографии. Сегодня в современной истории Абхазии, в нашей современной истории Абхазии, в марте месяце у нас смертность превысила рождаемость. Что делается для этого? И впервые, я не беру советское время, я говорю вот впервые. Это очень серьезно. Вот. Вместо того, чтобы вот решать вот эти основные проблемы и так далее, я не знаю, чем мы занимаемся. Спасибо. Далее, давай. Здесь уже много сказали причины, почему мы пришли к митингу, мы долгое время об этом говорили. На самом деле мы пришли к этому из-за политики, проводимой властью, они вынудили прибегнуть к этой мере. Я хочу о чем сказать. Здесь много организаций, еще кого сегодня здесь вы не видите, они все представлены, они все задействованы в этой работе. Еще хочу напомнить вообще весь процесс, который шел в начале года. Янур Рашко тоже делал заявление, такое жесткое заявление, призывал к протестам, к акциям, к подготовке. Сегодня, в принципе, уже после того, как он заявил, шла определенная работа, и в районы выезжали с людьми, общались. Сегодня по таким причинам серьезным его здесь нет, он находится на Донбассе там, по вопросу отмены. И то, что он, о чем он говорил тогда, да, о чем он говорил тогда, такие резкие слова были высказаны даже о геноциде нашего народа. Геноцид не физически, может быть, где отстреливают абхазцев, но когда уже президент говорит, что он хочет заселить здесь 500 тысяч человек, тогда абхазский этнос, конечно же, в этих переселенцах растворится. И, в принципе, ради чего в 1992 году абхазы взяли оружие и отстаивая именно вот эти интересы, вопросы демографии, вопросы абхазского языка, вопросы вообще будущего нации, культуры и всего остального. Сегодня наше правительство теперь какие же угрозы нам несет. Я это правительство и власть воспринимаю как власть оккупантов, которая не несет внутреннюю повестку, оно нам навязывает внешнюю повестку, поэтому хочу, чтобы наша общественность, наш народ принял участие в этом митинге, призываю все здравые силы объединиться в этом вопросе. И никто не боялся высказывать своего мнения, хотя и большое давление идет на наших граждан. Мы видим разные ситуации, где власть инакомыслящих пытается и посадить, и уголовные дела возбуждают, где-то применяется физическая сила. Вот. И на этом этапе, я считаю, если мы все эти процессы не остановим своей волей и опять не скажем, что в этом доме хозяева мы, то мы потеряем, за что вообще боролись наши старшие. Давайте я начну с Ходова. Думаю, достаточно. Да, Амиранович, вы сказали. Амиран слышал, я говорю, ваша да, пошел. Hatırızko havaylar. Barışında ise bir buçuksa hapsoylar.
Владислав Апхедзе, Апхедер Гулана, Панкар Рахада, Апхед президент, Ивайлад Апхедулана, Ашакатана, Шала Изрижна, Апсина, Апхедкара, Ахедшимса, Ахедшимра, Абирак Штохна, Адунейза Гехардерна, ЮНЕСКО Абаш Псерзахана, Урустула Федерация, Апсуа Апхедкара Шухтом, Шала Ишпабеди Шизрижи, Яхегабас Хапапаха Дашугупана, Хазхазанан Хазбов Стула Его, Хаши Харе, Асхазара Харти. Ацохтон Биам Тазахана, Сараха Тава, Абслай Жинштуа Башира Вильдиран Яхасабала, Ицо Афшагерапа, Худкара Хадара Пунти Ирхо, Азапан, Цари Рыдер Кулар Чифтаху, Жвареза Рахинаргат Ефтаху, Мапа Фусхвит, Апартатели апартамент, кой хон защо, Уида Арадза, Ашата Дудзасто, Хаважл Рзахан, Ихо Акопхан, Абасабана Берасу. Хашти Хайвачар, Хаважл Разбепстахе, Апепш, Зшапаша, Сараха Тава Систысис, Шараха Разаги, Уизам Татагулар Стахам, вот спи Хавайла. ЮНЕСКО, Хунески, Женески, Мацарабдзам, Рашнески, Верхонзава, Атагалана, Апартатель, Пападзана, Панико, Асара, Дарадзе, Апсна, Пенкара, Авасхот на Шават, Панабана, Гарахаму. وبس أتفاجئ لكم خوشيني بنسكي قوانين مخز حراح يتخص وزبحنا أتفاجئ لكم عام تزبحنا ما بحراح يتخص زمز وس باش شكحكي وس باش خلصكي هواج من الخبز اللي بس يتطوحوا عام زيفي بما يتزبحنا أخا رزتو أكتسحنا أباسي تشخالش وقد سختخو أبسنا حنتكار رزحن أبسوا ملات رزحن أبخازمو زيلا شنو قد سختخو حرايحة حارس تخوبة حنتكار خداها بجن حرا أبسنا حنتكار أبسوا جلالي حرا خدرزام ورتاقع زرياقم زريم تقل زام تزحن روك تقل أصحاب فتشكاج مشابريتو حشتكي حويستوكي حقلسوكي ياشو عقل دودزا حمو حبسني تخ Владислав Дудзе Яйгаз, Ивай Владимир Яйгаз, Абрия Тах Ицшани, Хамлаца Захан, Ахала Хаму, Абгабзеран Фифита, Прасио Бзела Джахи Пекала, Шхалашу, Ашара Пашимцан, Хабуито, Хава Ажла Хамана, Хонткара Хадари, Хабжира Хац, Абриом Хабуси Хаму. И тому беседы. Я полностью поддерживаю мнение всех коллег и хочу сказать о том, что за 3 года нам действующее руководство сегодня нашей страны доказало и показало своей работой, что они за все это время, их политика не настроена на национальные интересы. Поэтому, исходя из всего этого, все насущные проблемы, я сейчас не буду о них говорить, все прекрасно о них не знаем. Пришло время, когда нам надо прийти всем вместе. Многие говорят, что оппозиция лоббирует свои интересы. Это определенно не так. Это мнение нашего народа. Прийти всем вместе, обратиться к действующему руководству, задать вопрос. Мы должны это сделать, потому что может наступить то время, если сегодня мы это не сделаем, когда будут стараться вообще лишить полностью нам что-либо говорить и лишать нас своего мнения. Я прошу прийти всех на митинг, поддержать. Пусть процветает наша страна, наша республика. Мы все вместе. И
позволять кому-то лоббировать там свои личные интересы, вовлекать в нашу внутреннюю жизнь нашего абхазского народа, тех людей, я имею в виду абсолютно ненужных инвестиций, инвесторов, все это накипело и давно пора выйти и высказать свое мнение. Прошу всех поддержать митинг, обращаясь ко всем нашим гражданам. Спасибо. Мы очень запаздываем. Это мнение народа. Ziua ce mă atunci cu aici, Тагу Хакаску и Тавраша Хай, Шана, Азотарю де Сара Дарья Хадос Сару. Уважаемые сограждане, объявленная дата мирной акции протеста, подчеркиваю, мирной акции протеста, которая состоится в городе Сухум. Эта акция протеста, этот митинг, идея его проведения появилась на пустом месте. Были проведены встречи в районах. Мы общались с людьми разных категорий. Все, как один, говорят о том, что власть не слышит простой народ. Власть отошла от проекта Владислава и его соратников. Тысячи жизней, пот, слезы, кровь, пролитые за нашу независимость, сегодня все это подвергается сомнению. Все, ради чего эти люди поколениями, наши с вами предки, наши с вами старшие отдавали лучшие свои годы, все это сегодня, абсолютно все это пытаются обнулить. Повестка, которую продвигает сегодняшняя власть, она направлена на удовлетворение интересов отдельных олигархов крупного капитала, которые никакого отношения к интересам простого абхазского гражданина не имеют. То, за что болит у нас с вами душа, за что мы переживаем, сопереживаем друг другу, потому что мы народ, который всегда делим и хорошее, и плохое. Мы как одна семья здесь. Почему? Потому что мы прошли тяжелейшие годы войны. А потом мы прошли тяжелейшие годы блокады. И вот то ощущение единства, которое было у нас, оно сегодня подвергается сомнению ради, еще раз повторюсь, удовлетворения каких-то меркантильных интересов. Все, что продвигается, закон об апартаментах, решения судов иностранных будут иметь силу в Абхазии и так далее, все это направлено на одну цель. Исключить абхазский народ из завтрашней повестки управления государством, сделать Абхазию местом для крупного капитала, олигархов, а наш многострадальный народ отодвинуть на второй и третий план. Мы это с вами уже проходили в истории. И это произошло при поддержке крупных держав извне. Но сегодня другая ситуация, уважаемые сограждане. Сегодня все это происходит при попустительстве наших с вами властей. Это наши граждане являются агентами влияния этих крупных олигархов здесь. И у нас с вами есть возможность все это остановить. Мы обязаны, каждый гражданин, учитель, водитель такси, христианин, врач, кто бы где ни был, сказать свое слово. Те, кому не нравится то, что происходит. Те, кто не согласен с тем, что происходит. Мы все должны собраться вместе и сказать свое слово. Еще раз хочу сказать, что это акция мирная. Мы имеем право проводить мирные акции. Я хочу предупредить власть. Мы уже слышим о том, что там готовятся какие-то провокационные действия. Мы не допустим провокаций. Мы имеем право мирно здесь, в нашей столице, сказать свое слово. И мы его скажем очень громко, чтобы власть нас услышала. Наша цель – остановить антинациональную повестку. У нас других целей нет. Спасибо за внимание.